Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Курорты у дома. У нас уникальные места. Потенциал огромный. Как в Татарстане развивается глэмпинг-культура и что ее ждет дальше? На встрече Раиса и предпринимателей республики услышал Рамиль Шайдулин. Кадровые назначения и законодательные решения. Почему серый рынок? Они нигде не фиксируются. Чем сегодня занимались депутаты Госсовета, увидел Дмитрий Аренин. На Петра у невест выбирают, а в Покров свадьбы играют. Это самый, наверное, прекрасный праздник для нас, потому что это зенит лета. Национальный праздник Петра в Заинском районе посетила Алия Хайрудинова. Сегодня в Агрызе объявлен режим ЧС после урагана, который бушевал накануне. Здесь продолжают устранять последствия непогоды, убирают поваленные деревья, разбирают поврежденные крыши, чистят улицы. Сумму ущерба, нанесенного городу, предстоит еще подсчитать. Оперативный штаб Агрыза продолжает комиссионные выезды. К ним присоединились представители из Казани, в том числе метеорологи. Им нужно выяснить, что стало причиной погодного явления. Накануне без электроснабжения остались 366 домов. К 10 вечера свет подали везде. В администрации города продолжают прием заявлений от пострадавших. На данный момент зафиксировано 136 обращений. В 5 многоквартирных домах отключили газоснабжение. Как оказалось, в них повреждены вентиляционные каналы. К вечеру в одном доме газ появился. Сразу несколько важных кадровых назначений сегодня рассмотрели в Госсовете Республики. На сессии парламента депутаты утвердили руководителя и состав Конституционного совета. Это новый орган в Татарстане. Также парламентарии поздравили нового президента Академии наук. Прежнего избрали депутатом уже на постоянной основе. Кроме этого, на республиканском уровне был принят уже вызвавший дискуссию в обществе закон о такси. Почему в бюджете Татарстана образовался дефицит и как его намерены покрывать, подробнее Дмитрий Аренин. Сегодняшняя сессия у депутатов стала последней перед летними каникулами. Повестка получилась небольшой, но разнообразной. Первым делом парламентарии решили организационные вопросы. По предложению Раиса Татарстана и председателя Госсовета депутаты утвердили состав Конституционного совета республики. Его председателем стал Ильгиз Гилазов, ранее возглавлявший Верховный суд. Его представил Азгат Сафаров. Его отличает профессиональная компетентность, целеустремленность, высокие моральные качества и уровень ответственности. Он требователен к себе, к коллегам, обладает организаторскими способностями и широким кругозором, отмечен наградами Российской Федерации. Также в составе Совета будет Роман Гафаров, работавший ранее в Верховном суде, и юрист Госсовета Эльмира Мустафина. Вам оказано высокое доверие, высокая честь стоять у истоков создания нового органа Конституционного совета нашей республики. Бывший президент Академии наук Татарстана Мягзюм Салахов сегодня стал депутатом Госсовета уже на постоянной основе. Поздравляем вас. Он будет работать в том же комитете, в котором и работал. По образованию, культуре, науке, национальным вопросам. Я думаю, он привнесет много в деятельность парламента полезного, насущного, актуального. Парламентариям представили нового президента Академии наук Рифката Миниханова. Его кандидатуру ученые накануне поддержали большинством голосов. Как отметили, с его приходом академические мысли в республике получат новое дыхание. Успешно прошел избирательную кампанию и академиком, и президентом Академии наук. Давайте поздравим его. Затем перешли к основной повестке дня. В связи с дополнительными поступлениями налогов в бюджет Татарстана внесли изменения. Как сообщил Радик Гайзатуллин, в части доходов наибольший вклад внес рост налога на прибыль. Также депутаты сегодня со следующего года на этот перенесли ряд расходов. Тем самым дефицит казны превысил 45 миллиардов рублей. Большая сумма. И у меня, конечно, вопрос. Мы обеспечено ли, чтобы покрыть этот дефицит? Дефицит бюджета полностью источниками обеспечен. Сегодня депутаты приняли региональный закон о такси. Он конкретизирует федеральный, который вступает в силу 1 сентября. Документ вводит комплексное регулирование рынка такси. По нему появятся реестры служб заказа, перевозчиков и автомобилей. Эти машины в республике должны быть только желтого и белого цветов. Не повлечет ли это то, что мы сегодня примем, до дальнейшего повышения цен за услуги на такси? Мы анализировали кэш одной поездки такси. У нас всегда есть периоды роста стоимости проезда и, уменьшения.
Вот когда туристический настает бум в городе Казани, подскакивает, потом опускается. Я думаю, что вот этот серый рынок, он все-таки вольется в наши ряды, как самозанятые. Как отреагирует рынок тарифа? Ну, наверное, так же, вот как всегда. Чуть, может быть, подрастет, но потом это все придет в норму. Фарид Ханифов сегодня представил депутатам отчет о развитии транспортной системы. Как он отметил, больше всего проблем в этой сфере связаны с автобусными перевозками в городах и районах республики. Встречаясь с избирателями, задаю в основном вот такой вопрос. Изношенные автобусы, нет субсидирования маршрутов, нет контракта. Мы выплачиваем субсидии 1 400 000 000 рублей. Начали работать по 2 большим крупным проектам, в том числе вот те наши 11 муниципальных образований, 142 автобуса включено. По ним уже конкретно идет работа. Я думаю, скоро мы всей республики увидим много новых автобусов. Депутаты сегодня рассмотрели 3 десятка вопросов. После этого заседания парламентарии ушли на летние каникулы. На работу они планируют вернуться в конце августа. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все эти полгода деятельность Госсовета была сосредоточена на сохранении экономики, помощи бизнесу, поддержке участников СВО и вынужденных переселенцев. Об этом Фарид Мухаммедшин заявил после сессии. Он провел традиционную итоговую пресс-конференцию. Какие ключевые законы приняли и как наш парламент стал самым открытым в стране? 6 заседаний Государственного совета было проведено. Практически каждый месяц. За полгода парламент рассмотрел больше 140 вопросов, принял 56 законов и свыше 200 постановлений. Впервые Госсовет Татарстана признан самым открытым региональным парламентом страны. За это Фарид Мухаммедшин поблагодарил журналистов. Мы стали открытыми для населения нашей республики, да и все в целом федерального центра. Ваша заслуга. Через ваши информации своевременные освещают деятельность парламента, да и жизнь всей республики. Социальную, экономическую. Принятые за полгода законы касаются разных сфер: социальные вопросы и качество жизни, поддержка в условиях санкций как предпринимателей, так и крупнейших предприятий, господдержка участников СВО и вынужденных переселенцев. Очень люди отзывчивые у нас. Много гуманитарного груза направлено, от себя отрывают, понимая это дело. И деньгами, и материально, и финансово. Мы поддерживаем всех участников боевых действий, участников специальной военной операции, и они нам благодарны и признательны. Также в первом полугодии Госсовет инициировал 4 федеральных законопроекта, 3 из которых на рассмотрение Госдумы. Законопроект о правилах охоты принят Нижней Палатой в первом чтении. Направлено предложение ввести закон об уважительном отношении к государственным символам регионов. Пока в стране он действует только в отношении федеральных флага, герба и гимна. На нашу законодательную инициативу откликнулось значительное количество субъектов Российской Федерации, тоже ее поддержали. Будем работать. Госсовет 6-го созыва будет работать до осени 2024-го. Журналистов интересовало, планирует ли Фарид Мухаммедшин вновь выдвигать свою кандидатуру. Жена сказала: «Жить-то сама. Хватит, говорит Фарид. Давай, значит, может быть, я наверняка не буду выдвигаться. Посмотрим, как ситуация. Я буду советоваться и с Шаймиевым, и с Минихановым Рустамом Нургалеевичем, как обстановка будет в стране». В этом году парламентарии лично приняли больше 2500 жителей и рассмотрели почти 7000 обращений. Многие депутаты продолжат работу с избирателями и во время парламентских каникул. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уделять больше внимания отдыхающим, чтобы им хотелось отдыхать в своей стране и республике, призвал Рустам Миниханов предпринимателей из сферы загородного отдыха. Сегодня он провел встречу с владельцами глэмпингов, комплексов небольших домиков на лоне природы. 2 года назад на такой же встрече обсуждали, насколько это перспективно. За это время домиков для загородного отдыха стало больше в 7 раз. О каких проблемах сегодня заявляет бизнес, выслушал Рамиль Шайдуллин. Меньше чем за 3 года бывшая пустошь на окраине Зеленодольска превратилась в уникальный кластер отдыха. Именно здесь в марте 21-го впервые собрались Рустам Миниханов и предприниматели. Тогда было принято решение создать здесь и по всей республике десятки таких глэмпингов. Бассейн подогреваемый. Спустя 30 месяцев они стали законодателями моды загородного отдыха. Сейчас сюда приезжает по 3000 человек в месяц. Каждый домик вмещает 4 человека. Всего в месяц может жить здесь 1700
500 человек. Вообще комплекс поражает своим размахом, и кроме уютного леса, дома расположились даже на отдельном острове. Можно видеть, что здесь не побоялись экспериментов и сделали все в стиле хай-тек. Остров так и называется – Татарские Мальдивы. Как на Мальдивах, здесь даже песок. На мой взгляд, можно улучшить отзывчивость персонала. С этим, мне кажется, есть небольшие проблемы. Мы готовы начать деловую часть нашего мероприятия. Какие вопросы волнуют отрасль? Какая поддержка нужна от республики? Раис Татарстана узнает из первых уст. Быть на берегу, на природе, очень, притом и цены приемлемые. Мы должны развивать внутренний туризм. Вот эти шаги, они очень важны. Мне будет очень важно услышать ваши пожелания. Мы ставим Татарстан в пример с точки зрения государственной поддержки. Здесь, конечно, это беспрецедентно. Предприниматель пришел, ему сказали, вот выбирай участки, вот тебе согласование в режиме одного окна. Вот здесь вот очень хорошо, и мы советуем другим регионам учиться. Предприниматель Ильнар Хамидуллин из Зеленодольска на прошлой встрече просил помочь с дорогой и очисткой озера. Республика поддержала. Теперь он хочет построить новый отель на базе настоящего самолета. Есть такие проекты на Бали, в Азии, и хочу, чтобы в Татарстане был большой отель-самолет, и это бы стало новой визитной карточкой Татарстана. С этим вопросом предприниматель обратился к Рустаму Миниханову. Оказалось, найти самолет не так же просто, как купить хлеб в магазине. Раис республики отметил, идея интересная, пожелание будет изучено. Другой яркий проект – глэмпинги халяльного отдыха из Пестрецов. Благодаря грантовой поддержке здесь построили 10 домиков в татарском стиле. Гости приезжают не только из Татарстана и из России, но и из других стран, такие как Малайзия, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты. В этом году мы реализуем еще одну меру поддержки. Это на развитие и создание пляжей для объектов загородного отдыха. В планах у предпринимателей построить еще 14 таких объектов в 9 районах. Как отметил Раис Татарстана, это далеко не предел. У нас уникальные места. И в Зеленодольском, вот Голубые озера, Купорская район, Мамадышская район, Вятка, она вообще нетронутая. Поэтому пока все не дорабатываете, на самом деле потенциал огромный. Рустам Миниханов отдельно остановился и на потребностях отдыхающих. Туристам нужно предоставлять больше сервиса, а работу объектов освещать в прессе. Жители республики и страны должны иметь возможность отдыхать в России. Рамиль Шайдуллин, Дальмин Дубаев, ТНВ, Зеленодольский район. Первый дом, новый ФАП и свадьба. Жители сгоревшего татарского села Юлдуз Курганской области постепенно возвращаются к прежней жизни. Сейчас в населенном пункте идет масштабная стройка. Восстанавливать его помогают наша республика, меценаты из Удмуртии, Чувашии, Тюмени и других регионов. Как возрождается село, накануне увидел вице-премьер республики Василий Шейхразиев и поинтересовался, какая еще помощь требуется жителям. Восстановление села Юлдуз идет полным ходом. Уже построили первый дом, провели электричество. Самигула Сайдашев до сих пор не может поверить в реальность происходящего. С новосельем его поздравляет и татарстанская делегация. Я не могу передать словами те чувства, которые сейчас испытываю. Сейчас в селе 46 домов строятся по сертификатам администрации Курганской области. Еще 8 возводят татарстанские предприниматели. К ним присоединились бизнесмены из Чувашии, Удмуртии, Тюмени, Самары и Нижневартовска. Помогаем строить 2 дома после такого несчастного случая. На оба дома залиты фундаменты. На первом доме ведется кирпичная кладка. На второй дом сегодня ребята тоже вышли и выкладывают цоколь. Осматривает большую стройку вице-премьер Василий Шейхразиев. Одновременно общается с сельчанами. Кто-то просит помощи, многие благодарят. Местным фермерам Минсельхоз республики подарил 2 трактора. Один из них уже получил Калимулла Миннигареев. Я думал, продам пшеницу, куплю трактор, но моя мечта неожиданно сбылась благодаря Татарстану. Гараж заново отстроил. Так сбылась еще одна мечта. Сейчас в поле работаю. Одно из самых первых решений было это начинать быстро строить ФАП. В селе открыли фельдшерско-акушерский пункт. Как отметил Василий Шейхразиев, здоровье сельчан в приоритете. Хочется сказать, что это дом здоровья. И поэтому и дети сюда должны быть приписаны, и взрослые, и с областного центра сюда будут приезжать.
Несмотря ни на что, жизнь в селе продолжается. Здесь сыграли свадьбу, первую после пожара. У Фатхулиных своего дома еще нет, только фундамент. Но молодоженов и гостей это нисколько не смущает. Провести никах Эрик и Камила хотели еще весной, но планы вынужденно изменились. Воплотить мечту помог Всемирный конгресс татар. С детства дружили. Со временем дружба переросла в любовь. И вот мы уже муж и жена. Здесь же прошло заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, в котором приняли участие местные жители. Обсудили текущие вопросы строительства. Массовое новоселье ожидается в августе и сентябре. А сейчас в село Юлдуз из Татарстана завели стройматериалы для кровли, которых хватит на 78 домов. Павел Драгунов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Курганская область. Мост на улице Назарбаева в Казани откроется уже в октябре, на месяц раньше запланированного срока. Ежедневно на объекте работают от 20 до 40 человек. Это одна из важнейших транспортных артерий города. В 2019 году специалисты признали мост аварийным. Сначала ограничили движение тяжелой техники, потом начался ремонт. Как выяснилось, произошла деформация конструкции из-за просадки грунта. Сегодня на стройку приехал мэр города Ильсур Метшин. Ему сообщили, что есть возможность открыть движение по мосту раньше срока. Проще выставить знак «Купаться запрещено». Пусть люди купаются на свой страх и риск. Почему пляжные субсидии оказались невостребованными? И как Казань пролетела мимо федеральных денег на обустройство пляжной инфраструктуры? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Дипломы сегодня получили выпускники Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Поздравить их приехал Виталий Мутко, экс-министр спорта России и глава института Дом РФ. Из университета в этом году выпустились 800 ребят. Большинство хотят связать свою карьеру с тренерской деятельностью и большим спортом. Среди них есть мастера спорта России по художественной гимнастике, легкой атлетике. Есть и те, кто участвовал в Кубке мира по плаванию. Мне очень нравится, что вуз идет дальше, сейчас открывается, внутри вуза будет открыт колледж. Мы, в принципе, начинаем замыкать систему уже на ранней стадии, отбирая спортсменов, ребят, которые уже получают ориентацию на тот или иной вид спорта. На нас лежит двойная ответственность. Мы должны выпускать в свет именно тех, кто достоин быть не просто хорошим спортсменом, специалистом. Он должен быть в душе и педагогом, и человеком, который очень любит детей и знает, как их воспитывать. Виталий Мутко возложил цветы к мемориальной доске, установленной в честь выпускника университета Дмитрия Усова. В марте прошлого года он героически погиб в ходе специальной военной операции. Мастеру спорта по плаванию Дмитрию Усову было 29 лет. Он посмертно награжден Орденом Мужества. С момента открытия на горячую линию по вопросам службы по контракту поступило 12 тысяч звонков. Центры работают в Казани и Набережных Челнах. Здесь диспетчеры консультируют жителей, желающих подписать контракт с Минобороны. Единый номер 117 работает с конца марта, круглосуточно и без выходных. В случае высокой нагрузки на линию центры в разных городах могут друг друга заменять. Гульнара Миниханова узнала, с какими вопросами чаще всего звонят татарстанцы. Контракт заключается в возрасте от 18 до 60 лет. Эту фразу операторам контактного центра в Набережных Челнах приходится повторять по несколько раз в день. Но чаще звонят мужчины от 20 до 50 лет. У специалистов уже есть свой топ ответов на самые популярные вопросы. Основные вопросы – это возраст, по которому можно заключить контракт, какие документы требуются, что необходимо, куда подойти, адреса военкоматов. Контактный центр в Казани и Набережных Челнах заработал в марте. За это время поступило около 12 тысяч звонков по вопросам контрактной службы. В день это около 100 обращений, бывает, доходит до 300. Мы следим очень сильно за нагрузкой на линии и обязательно смотрим, чтобы каждый звонок дошел до оператора, а звонивший получил полную информацию, которую ему необходимо. Как показывает практика, заключить контракт желают и женщины. Зачастую они хотят отправиться в зону СВО. В качестве медработников, говорят специалисты. Мы осуществляем первичную консультацию, уточняем у кандидата его данные, то есть возраст и так далее. Дальше мы консультируем по документам, которые нужно будет предоставить, направляем в военкоматы по месту жительства. Туда отправляют и тех, кто не имеет военного опыта. Затем сотрудники военкомата оформляют документы, и кандидат должен пройти медкомиссию. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. В
Елабуге руководство города встретилось с мобилизованными, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске и на лечении после ранений. Среди военнослужащих есть и боец именного батальона «Алга». Все они пришли с семьями. Глава района Рустем Нуриев поблагодарил земляков за достойную службу, пожелал им здоровья. Сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с семьями. За каждой закреплен куратор. Бойцам вручили рюкзаки с набором необходимых вещей и сделали музыкальный подарок. В свою очередь военнослужащие из зоны СВО прислали видеообращение. У подножия горы Кашкатау в Заинске отметили Петрау – национальный праздник Кряшен. Петров день завершает череду летних праздников народов Поволжья. Отличается он тем, что все самое интересное начинается после заката. А еще Петрау называют праздником любви. Даже поговорка есть: на Петрау невест выбирают, на покров свадьбы играют. Угощение, кряшенские красавицы и шалаш любви – все это увидела Алия Харудинова. Вот так дружно в большой хоровод встают и стар, и млад. После заката у подножия Кашкатау в Заинске собираются гости из Мамадыша, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевской, Елабуги. День святых апостолов Петра и Павла приурочен к началу уборочных работ. Наши предки, бабушки, мамы у нас такие песни, это у нас осталось еще. Мы хотим вот это молодежи оставить все. Наши вот мамы танцевали танец, это называется шкабил. Они вот так и находят. Вот так и Этот праздник, он всегда был для нас самым желанным, самым хорошим, самым прекрасным праздником, потому что это и встреча родных, близких. И, между прочим, именно на Петров день многие женились. В Заинске проживает почти 1000 кряшен. В театрализованном представлении «История рода» показали, как зарождался праздник, и отмечали его издревле. Здесь принято чествовать передовиков труда, батыров Сева, молодоженов и долгожителей. Гостей праздника поздравил глава Разиф Каримов. Они всегда, старательные, они всегда семейные. У них в деревнях и, домах, во дворах очень чистота, порядок. Вот таким, как и все народы, хотят жить в любви и, радости. На Петров день невест выбирают, гласит поговорка. Показать товар лицом можно тут же. Девушки участвуют в конкурсе «Кряшенская красавица». Алисе Сабаевой 14 лет. Она сама плетет рыболовные сети. Мурда называют их. Петрау Шибере – это не просто конкурс красоты и так далее. Она показывает нашу истинную кряшенскую натуру, помогает сохранить традиции и обычаи. Мой прадед был Абрамом, и через него, так скажем, поколениями передавалась наша работа Мурда. Наряжаются они в платье своих бабушек и даже прабабушек. Венок обычно носят девушки, незамужние, а вот это у меня тамакса называется, носят, чтобы не сглазили, и это красиво. Еще одна достопримечательность Петрау – это шалаш любви. Говорят, если зайти сюда и правильно загадать желание, то оно обязательно сбудется, и каждый найдет своего суженого. Здесь он рядом со мной сваха Аграфена. Расскажите, пожалуйста, вот как сделать так, чтобы я вышла замуж? Для этого в Петров день нужно зайти в шалаш любви и загадать желание на суженого. Уверяю вас, что через год в это же время вы будете счастливым в замужестве. Ну что ж, я пошла. В это время над Кашкатау разливалась кряшенская песня. Народному ансамблю «Ягодка» 20 лет. Это многонациональный коллектив. Наши песни вот именно о дружбе, о родственных связях, которые никакими, как сказать, ветрами перемен не должны разрываться, должны всегда вместе объединяться. Говорят, если больше хочешь узнать о народе, нужно обязательно попробовать национальные блюда. Расскажите, пожалуйста, что обычно готовят на Петрау? Мы гостей угощаем кряшенским национальным блюдом друшмак. Это у нас простое тесто, вода, масло, мука, соль и сверху вкусное картофельное пюре. Так из поколения в поколение передаются песни, традиции, ремесло и любовь к родной земле. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Заинск.
В субботу в Казани состоится Суперкубок России. На стадионе Акбарс-Арена сыграют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. В преддверии матча «Трофей» совершит тур по городам республики. Завтра его ждут в Нижнекамске и Набережных Челнах, 15-го в Казани. Кубок сопровождают легендарные футболисты сборной России. На матч в Казань съедутся порядка 14 тысяч болельщиков двух клубов. В связи с проведением игры ограничат движение транспорта. Уже завтра с 8 вечера до 11 ночи следующего дня перекроют дорогу от съезда с проспекта Ямашева до Чистопольского кольца. По окончании игры болельщиков будут ждать шаттлы, которые отвезут до станции метро «Проспект Победы» и ЖД вокзала. Общественный транспорт в этот день будет курсировать по расписанию рабочего дня. Футбол – это большой праздник. У нас был опыт проведения чемпионата мира по футболу. По сути, надо откровенно признать, мы после чемпионата мира никогда на Акбарс-Арене такого аншлага не собирали. Практически билетов не осталось. То есть мы ожидаем полную загрузку, стадиона. Поэтому готовимся очень щепетильно, трепетно. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. В Татарстане установилась неустойчивая погода, но температура уже вновь начинает повышаться. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево переменная облачность сохранится. Ночью и утром местами пройдут дожди, ночью ожидается 13 градусов тепла, а днем до плюс 21. В Набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге малооблачно, вероятность дождей минимальная. Ночью ожидается около 14 градусов тепла, днем температура повысится до плюс 23. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков. В ночное время ожидается 13 градусов тепла, днем 22 градуса со знаком плюс. В Арске, Кукмаре, Балтасе осадки также не ожидаются. Температура в ночные часы около 11 тепла, днем плюс 22. Без существенных изменений в погоде в Болгаре, Дрожжином, Буинске. Небольшая облачность и без осадков. Ночью до плюс 12, днем 22 градуса со знаком плюс. Комфортная погода ожидается в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Небольшая облачность, ожидается дождь. Ночью около 13 тепла, днем температура повысится до плюс 22. К субботе температура повысится еще на несколько градусов. Вероятность осадков будет небольшой. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью около 13 градусов выше 0. Днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный и умеренный. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Погодные условия вполне комфортны для самочувствия. Оставайтесь с нами и берегите себя.